Мы едем в Витланд. Так, заметь, уже такое затрудненное, да, движение какое-то. Да. А здесь участок был запрещен. Надо расстегнуться, жарко. Все ограничения и вот автобус еще впереди. Такой вот лес, прям одни березки. Ой, есть. Ну, это смешанный лес считается. Тут, мне кажется, тоже бывают белые поля цветов. Но не часто просто. Но сейчас еще рано. Заметь, трава. Мы ехали, когда это было? Вчера. Не было столько травы, которая сквозь листву пробивается. Да, сейчас уже вообще много зеленой травы, хотя прошел день только. Благо. Ну и тут местность может еще другая, то что видишь. Воскресенский. Это забор. Ну, ты знаешь, как... я знаю, что такое жить в дороге, когда... Да, заборы хочется поставить. Без забора ты нормально не спишь. А у тебя дороги тут, да? Да, у центральной дороги. Ну, сочувствую твоим родителям. Да, я теперь с этой стороны. Красивее здесь. Деревенский. Много этих домов. Деревьев. Красивые дома, хорошие. Классный пейзаж вот здесь, да? Вот если смотреть вперед, но камеры нельзя. Не надо. Вот здесь сам смотри вперед. Красиво. Какая-то посадка. Да, какое-то это, да? Березки, Какое-то пространство. лесник. Сейчас вот на камеру тоже боковое окошко снимаю. Красиво. Я еще мечтаю все-таки взять как-нибудь такси, поехать по старой Зеленоградской. Или на автобусе рискнуть вот Думаю, что-то придумаю. Все, девчата. Переезд. Погоди, если есть железная дорога, почему тогда нет электричек? Нет электричек, да, в Балтийске? Все, мы подъезжаем. Вов, ты как насчет прогуляться?
Я за. Может быть, вы не будете заезжать, Вам а мы просто здесь прогуляемся. будет очень... Мы приехали к Витланду. Тут, как всегда, все расписано. Вот этот железный дядька стоит. Сейчас я его поснимаю, этого железного дядьку. Ему очень много лет. Этому железному рыцарю. И вот это кафе. Витланд. И уже много машин, потому что, ну, сегодня тепло. Уже сразу песок. Посмотрим, они же с 9:30, по-моему. Не, они там уже работают, конечно. Ты сразу хочешь чайку попить? Или пойдешь к морю? Пошли к морю. К морю. Пошли, Так, пошли. С левой стороны, что это за... Это у них вот эти арт-объекты различные. У них тут куча разных арт-объектов. Всякие вот такие штуки интересные. Оно, конечно, ржавеет с годами, но стоит. Да, по идее, во время ветра должно слететь. Ну, скорее всего. Смотри, тоже вот какая штука. У них есть столики на улице, смотри. И вот тут и тоже, видишь, из выхлопных труб, или как они? Глушители. Да, глушители, точно. Класс. И море. Вот еще тоже, видишь, инсталляция какая? Вот там Из палетов. Так не надо купаться просто. Чё? Не подходи к воде сильно близко. В море не ложись. Много людей, потому что сегодня тепло. Вов. Кто тут на машинках, что ли, катался? Тут огромные пляжи, огромные. Вот, видишь, туда, если идти в ту сторону, можно 10 километров идти до Балтийска, дойдешь по пляжу. Класс, да? А туда тоже... В ту сторону можно тоже идти, тоже до какого-нибудь города дойдешь, но я не знаю до какого. А если сюда, до Балтийска? Рыбаки. На пикник люди, вот видишь, Вот так по пляжу можно идти 10 километров. И придешь. А вот в таких вот штуках чаще всего есть янтарики. Вот один, по-моему, маленький я нашла. Да, один есть вот. Вот, видишь янтарь? Да. Он легкий, как перышко. Возьми в руки. Он легкий, как перышко, ты его ни с чем никогда не спутаешь. Да, янтарь. И вот здесь, если вот так поковыряться, можно этот янтарь находить. Но это нужно... Не, он покрупнее есть. Это я просто мелкий нашла, чтобы тебе показать. Он часто встречается здесь. Море спокойное. Да. И штиль, и приятная очень погода, потому что сегодня прям обещают 19. И тут же, когда я это сказала, подул ветер, и в камере теперь... Вот люди, каждый со своим шашлыком, костром. Везде дымок, везде шашлык. И везде собака. Везде собака. Ой! А он просто... Все. Он добрый. Иди. Нельзя его зовут. Это лабрадор. Я напугалась сначала. А он что? О, привет, люди, ура! И такой... Заходите к нам на шашлыки. Очень приятное море здесь. Вот черный песок, видишь? А тут постоянно вот так вот смесь черного и... другой здесь. Вот здесь другой, да. есть. А еще смотри, здесь вот такие дырочки в песке, видишь? Это тоже что-то значит, характерно для вот этого песка черного. Тут смесь розового, белого, черного песка часто. И песок бывает такой весь из камушков. Ну
дальше тоже есть. Может быть, там тоже подъезд есть? Там сколько ни иди, каждый километр выход в какой-то поселок, в город. И я говорю, 10 километров можно по пляжу. Вот видишь, заворот берега. Да. Это Балтийск. Все. До него можно просто дойти пешком. Люди ходят часто. А от Балтийска выезжают опять на автобусе в Калининград и так далее. То есть это нормальный здесь маршрут. Если вдруг захочешь, можно будет сходить прогуляться. Да, ты уже все, захотел кофейку, чайку. Меня вот такое море очень успокаивает, когда оно вот такое теплое, хорошее, красивое. Здесь сеть есть, все как надо, знаешь. Вон там одна волна такая, хлоп-хлоп идет, видишь? Похоже на отбойное течение. Да, там даже есть... Предупреждение об отбойном течении, да. А у нас на диких пляжах на всех эти стенды стоят. Потому что можно сильно встрять и утонуть. Ну, природа здесь невероятная, конечно. В Калининградской области. Это Балтийское море. На разных местах есть разные побережья, очень красивые. Здесь похож пляж на Янтарный. Вот. Очень похож. И этим он мне очень нравится, потому что Янтарный пляж самый красивый в мире. Смотри, здесь можно дров даже набрать. Да, ты хочешь костерок, это, у тебя нет спичек. А вот домики, которые гостиница. Пойдем снимем их там поближе, покажу. Здесь можно, вот у меня была мысль, что я тебе покажу эти отельные домики, и ты посмотришь, и может быть мы с собакой приедем и переночуем здесь как-нибудь. Ну, идея хорошая. 2200 он или 2500, что ли, стоит пока что. Пока сезон не начался, я думаю, было бы неплохо. Конечно, неплохо. Очень здорово здесь. Тихое место, такая уединенная гавань, где ты можешь размышлять, где ты можешь рисовать, где ты можешь что-то творить хорошее, как посвящать себя чему-то, искусству, развитию, думать, писать. Классно. Поэтому это и называется место художников. Ты знаешь, сколько у них в Витланде висит картин и фотографий, которые художники делают здесь, и даже награды за них получают на конкурсах и так далее. Благодарности. Да нормально. Янтарь. Да, это янтарь. Всё, вот я же вот тебе я говорила, нашел что он янтарь. здесь хорошо можно находить. Возьми в кармашек, положи. А вот еще сразу же есть янтарики. Вот, сразу же вот еще. Вот еще, смотри. Вот это тоже янтарь. Просто он вот такой, видишь, как в бусах таких этих. Да. Мы богатые. Мы богатые, мы нашли янтарь. Ура! А вот еще. А я тебе, помнишь, говорила, что если ты нашел один янтарик, у тебя пойдет цепная реакция. Да. И ты научишься их искать. Ты складывай к себе. Ты складывай. Вот. Вот, покажи всю горстку-то. Убрал сейчас уже? У меня в кармане. Ну ладно. Хотела показать. Хотела даже сфоткать. Я там в кармане просто запасной аккумулятор. А, много всего, еще да? куча всего, знаешь. И весь этот янтарь уже там рассыпался, да? Ну, вот пока 3. Ну, 3-то это мало, мы же больше нашли. 4 нашли. Ну, ладно. В принципе, этого хватит на камеру, да? Все, пошли дальше. Он, да, правда, горит. Он горит, прям его... Ну, если у человека хорошее зрение, его очень хорошо видно янтарь. Вот его сколько, видишь, здесь. А это же тоже янтарь?
Смотри, это же тоже янтарь. Конечно, я же тебе говорю, тут его куча. Вот все, янтарь, это вот тоже. Видишь? Вот еще. Его куча здесь, куча. Вот, маленький. вот его куча Вот здесь. горит, вот. Мгм. А это тоже янтарь? Янтарь. Конечно, янтарь. Они тут все всякие разные же кусочки. Он наломан, наломан и все это. Вот янтарь. Навыбрасывала. Вот Смотри. янтарь, смотри, какой крупный. Ух ты. Угу. Это уже не янтарь. А вот янтарь тоже. Все, Вова. Так, пошла охота. Пошла цепная Тихая. реакция. Цепная реакция, тихая охота пошла. Ой, какая красивая ракушка коричневая. Вот янтарь Куча янтаря здесь. тоже. Ну вот его сколько. Вот. Все это янтарь. Видишь? А если его еще тут пораскапывать? Раскапывать не стоит. Ну вот. Ты его, наоборот, будешь закапывать. Вот смотри. А есть еще, да, там? Конечно. Даже когда раскапываешь, есть. Да. Обычно не бывало раньше такого. Ну вот. А вот. Он просто меньше блестит. Вот видишь? Он меньше блестит, но если Но он чаще всего наверху, Вов, то лежит. можно и увидеть. Они просто разные. Есть блестящие кусочки, есть более матовые. Мы богаты. Вот. Он, видишь, очень легкий. Он чаще всего бывает именно на поверхности песка. Потому что, ну, это... Это какашка. Какашку нашел, реально? Пошутил. А вот такой, смотри, какой красивый кусочек. Кусочек нашел. Ну, как много его здесь. Янтаря. Да. Смотри, это же тоже янтарь. Где? Да. Это тоже янтарь. Однозначно. А его ни с чем не спутаешь. Он, во-первых, легкий, как перышко, его можно сдуть с руки. А во-вторых, ну ты же видел кучу янтаря в магазине, как они выглядят. Что они есть вот необработанные, более обработанные. И они, которые не обработанные, часто бывают вот такие матовые, с всякими вкраплениями. Уже янтарем разбрасываться. Не разбрасывайся. Не надо разбрасываться янтарем. Ой, видишь, его сколько много. Смотри, видишь, вот где кусочки деревьев вынесло прибоем. Вот, где кусочки деревьев вынесла, там и янтарь. Я тебе об этом и говорила, что вот такие, где черные валяются, значит, это янтарь рядом. Здесь даже беленький янтарик есть. Есть куча всяких природных. Ты только что один закопал. Да. Да, вот он. Сейчас раскопаем. Вот еще, видишь, кусочек. Да. Это кусочки вот дерева, которое с янтарем. Да. Можно его тоже поснимать. Да, вот с янтарем кусочки дерева. Если вы видите дерево на пляже, значит, там же и янтарь. Ой, вот какой красивый вышел. Смотри, какой темный. Да. Он же есть темный, есть посветлее. Вот этот темный кусочек был. А вот смотри, какой крупненький еще нашла. И это мы за сколько? Меньше За 10 минут. 5-10 минут мы собрали уже целую ладошку. А люди иногда собирают, ходят часами и набирают мешок. Спокойно набирают мешок, ничего страшного в этом нет. Вот почему дерево, да? Он же смола. Он же смола из этого дерева. И когда дерево вот так раскрашивается, в итоге появляется из него вот эта застывшая смола из древних этих пород деревьев, которые находятся глубоко в море. Ископаемые деревья. Смотри, какую ракушку нашла витую. Такая редкость ракушка. Да, очень большая редкость.
Это же тоже янтарь. Конечно, янтарь. Большой, крупный какой-то достал кусочек. Так, у нас увлеченность пошла. Ладно, я пока выключу камеру, то батарейку посадим. Так, мы уже идем наверх. Мы набрали кучу янтаря. Вот. Он не может остановиться. О, какой хороший кусок. Драгоценность прям. Вот. Мы и ракушек набрали, и янтаря набрали. Как всегда, короче. Когда приходишь и где-то что-то видишь, не можешь остановиться, собираешь, собираешь, собираешь. Бесконечно. Ой. Тут так по песочку-то пахнет очень хорошо из вот этой трубы. На весь пляж пахнет. Приятно пахнет. Тут лестница. Такая. Поднимаешься наверх по этой лесенке. Тыдыщ, тыдыщ, тыдыщ. И вот тут вот стоят стульчики, столики. Можно же... Так, а как подобраться к этому отелю? С той стороны? Давай вначале зайдем, Ну, пойдем внутрь. а потом глянем, что там. Хорошо. Пойдем. Вот. Я одела. Тут очень такое атмосферное тоже место. Можно сидеть на улице. Подожди, не с этой стороны. Не с этой, а тут написано вход. Может, с той стороны? Угу. Вот тут мозаика. Ага. Так, сегодня есть ягодный пирог. 5 минут разгрузиться, и мы туда вышли. Короче, если хорошо поговорить, ласково, вкусно, послать не пошли. Тут самообслуживание. А вот смотри, какие тут прикольные штуки. Смотри. Всякие книги, печь. Возле печатной машины. Печатная машинка. Это где? Конечно, хочу. Сядем здесь. Как классно, да? А вот здесь это садятся люди. И если у них какая-то вот это, то видишь экран, проектор. Темно? Да. А где ты сядешь? Вот стол. На среднем столе? Нет, тогда я здесь хочу. Ладно, давай. Давай. Вот такой у нас получается второй завтрак. Кофе. Кофе, а мне варят какао. Да, такая сахарница, ложка деревянная. Вот тут есть в углу очень примечательная скульптура. Все, что осталось от Бабы Яги. Ступа, палочка и косточка. Ну и да, и деревянная доска для серфинга эпохи викингов. Найдена на территории современного Викланда в 1789 году. Ну вот, серфингисты такие, да. Картина тоже примечательная. А я уже получила свой какао. Вот так он выглядит. Густой очень. Сейчас будем пробовать. Вот у нас разные прогнозы погоды обещают разную температуру. У меня по Xiaomi Mi Band 5. Он показывает 21 градус. Сегодня будет тепла. Дети смешали сахар с солью. Я добавил себе сахар в кофе. Чувствую вкус какой-то солененький. Ну, в итоге вот сейчас мне переделывают кофе. Извинились, конечно. Но бывает, ничего. Вот мы взяли визитку. Викланд, арт-деревня, гостевой дом, кафе, баня, художественные мастерские, зал для семинаров, практик, пленеров.
Балтийск, Калининградское шоссе 43. Ну и телефон их. Приделали. Такой пирог. Такие красивые прям. Сейчас фотографирую. Будем есть пирог с вишней. Свежий, говорят, сегодняшний. Взять зарядку. Можно посидеть с зарядкой. Тут видел лестницу на второй этаж? Да. Это тоже гостиница. То есть номер стоит 2200. От 2200, 2200 самый дешевый номер. А 4000 это домик. Ну, пойдем к домикам-то сходим. 4000 это домик на троих. То есть человека 1300 примерно. Ну, 1333 рубля. Все, приехали с семьей, заселились. И... Можно пройти? Да, можно. Ух ты, тут крокусы. Смотри, какие крокусы. Кто-то их, правда, потоптал. Вот, смотри, какой тут из настилов сделана дорожка. И вот на возвышенности эти домики. Тут, смотри, дерево украшенное так улиткой или что это? Тоже сделано, да? И вот можно снять вот такой домик. И ты живешь, классно тебе. А, да. Там можно, считай, специально сделано для шашлыков. Смотри, какая рыба. Тут очень прикольно вот в этом смысле. Вот, видишь домики? Вот такой домик 4000. Я так понимаю, там есть лестница наверх, слушай, Вов. Наверх куда-то. Там, если вставать... Здравствуйте. Здрасте. Да. Да. А можно прям посмотреть? Просто хотим снять. Мы хотим с ребенком приехать. С ребенком На приехать. троих же тут, да? Ух ты! Это наверху спать. Да. Ну вот ребенка туда можно. Так, а номер же на троих. Вот, кроватка, и там на двоих. Там на большая. двоих? Да, да. Да. Только что, если Ага. высокие, может, не очень удобно, но вмещаются. И редко так бывает, что из-за роста Угу. не вмещаются. Спасибо. А, есть эти обогреватели? Холодильник, если обогреватель, у нас теплый пол. И вот там А, получается- теплый пол. Да. Вот он, да, точно кафельный. Спасибо большое, спасибо что вы нам вам. показали. Это так здорово. Спасибо. Заранее у нас они- Да. Сейчас будут как горячие пирожки Да, уже. они уже сейчас, уже так. Уже. Все, поняла. Все, спасибо, хорошего дня. Да. Вов, это идеальное место. Вообще класс. Я хочу здесь снять. Ну вот, Но надо втроем ехать, чтобы Максим-то не... Ой. велосипедисты приехали. Ой, все эти велосипедисты, которых мы в Калининграде видели. Да. Ага. Ага. Как раз на пляж спустимся и посмотрим. Ну да. Вот Номера завтра классные. тоже неплохая погода. Почему-то загорелся прям. Ты хочешь поехать с сегодняшнего на завтрашний, что ли, день? А, с завтрашнего на послезавтрашний. С понедельника на вторник. Да. А может, ребенка из школы отпросить? В школу он тогда не попадает. Ну, посмотрим, давай поговорим с ним. Захочет? Понимаешь, в чем проблема? Смотри, мы можем поехать прямо завтра с утра. Да. Почему? Потому что завтра в школе 1,5 урока и потом парад. Да, 1,5 а он урока же пропустить можно. Он же отпросился от парада. Он у нас Да, он не в параде ходил. не участвует, он на репетициях не был. Он уже не успел. Договорились. И на 1,5 урока фиг с ним. А во вторник, ну, пропустит полностью уроки. Один день. Ничего. Скажем, что ему надо на обследование. Да нет, Вруны такие. пусть дома учится. Вот возьмет. Да мы с собой книги возьмем. Здесь почти нет связи. Интересно, он вообще согласится? Тут почти нет связи вот в домиках. Он или будет Интересно, загорать, Wi-Fi есть? Мне кажется, нет в домиках Wi-Fi. На берегу есть сеть, хороший. а в домиках нет. Ну-ка, я сейчас у нее зайду, спрошу. Есть ли там интернет? Мне интересно. Сейчас, Вов. Да, приехал велозабег. И они все отдыхают у моря. Мы очень хорошо позавтракали. Ну, вернее, пополдничали. Не знаю, как это сказать-то.
Что-то мы съели второй завтрак, значит, или как. Собачка вон бежит. Еще одна такая классная. И это... Сейчас будем прогуливаться у моря, потому что здесь очень хорошо. Тепло. На улице совсем теперь тепло. Ну, градусов 12, мне кажется, да, Владимир Николаевич? Ну, погода очень хорошая, правда. Вон тут отбойное течение, стенд. Сейчас покажу. Сейчас я посмотрю, было 9, сейчас, наверное, уже... Не, сейчас градусов 12. Смотри, лодка идет. Наверное, рыболовецкая. Либо береговая. Вот как справляться с отбойным течением. Стенд. Очень опасно. Купаться нельзя, когда есть опасность отбойного течения. Лучше не рисковать, конечно. Сколько их много. Всех этих ребят. Ветер может сейчас задувать. Предлагаю пройтись по пляжу, Пошли, конечно. погуляем, Я тебя еще и в лес свожу. поищем Грибы, ягоды, алмазы. алмазы, бриллианты. Бриллианты. Да не, пошли, правда, подальше, вот чтобы нас люди вообще никак Да, не касались. сходим в лес, посмотрим лес. Лес я тебе покажу, там Вот. вообще классно. Я уже подумаю с таким, знаешь, вот запасом нашего аккумулятора камеры. Подумаю, может быть, купить еще аккумулятор. Зачем? Сейчас, Не знаю, в данный момент нормально. Вот еще янтарь валяется. Янтарь? Да, конечно. А это деревяшка, видишь, какая. Мы обменялись. Ну, это же наш совместный клад, который мы нашли. Да. Ой. Как Так, остановиться? А надо просто где-нибудь присесть и рядом, знаешь, шарить руками. И сидишь на жопе ровно, и янтарь с пользой ищешь. Ну, это вон там, видишь, россыпи прям. Черные, видишь места? Да, да. Там, где Вот это и есть палочки. янтарь. Палочки где. Вот. Водоросли, палочки и собачьи какашки. Собачьи какашки тоже. Можно поискать руками, пошарить вокруг. Вдруг найдем. Вдруг это сокровище нам доступно. А у меня пакетики закончились. Я же с Демидом гуляю. У меня пакетики специальные для собачьих какашек. И янтарик. И Они сейчас на закончились. каждом шагу янтарики. Так, пакетики закончились, какашки остались. Да. Янтарь тоже. Отсюда не хочется никогда уходить, потому что сколько бы здесь ни пробыл, ты не устаешь, а радуешься и заряжаешься стихией, вот этой энергией, вот этим морем. Оно здесь безумно С левой красивое. стороны Лес и вот здесь море. Безумно красиво. Лучше не придумаешь, реально. Ну, мы сначала сейчас по пляжу погуляем, потом уж в лес сходим. Я примерно дорогу... Вон там есть дорога в лес. И вот там далеко есть тоже. Пойдем. Вот мы там заходили в лес и выходили из него, когда были на шашлыках. Было очень здорово. Прям очень. Обожаю это место, конечно. Знаешь, вот ощущение золотокопателя. Который все время смотрит вниз. Да, Где хочешь, янтарь? не хочешь. Янтарь, золотая лихорадка. Да. Янтарная лихорадка, Да, янтарь. лихорадка. У меня было с белемнитом там. Ну, белемниты, они, ну, Да нет, это... тоже полезные, но они везде валяются. Но здесь их нет, кстати. А там, в Зеленоградске, их просто, ну, толпы, тонны. Вот этих вымерших моллюсков, которым, кстати, тоже миллионы лет, если честно. Они должны цениться, если что. Потому что это все очень полезное. Вот. Ну, где хочешь присесть? Я хотела где-то здесь присесть. Давай где-то поищем. В любом месте садись. Мне нравится. Можно вот здесь вот чистое местечко и с жопкой присесть. Вот. А, ну как хочешь, он тебя не замарает, но если ты хочешь в другое место, пошли. Вот здесь очень много должно быть янтаря. Потому что дерево молото выбросило. Я видела там, просто поднимать не стал.
Ой. Вон там можно присесть, или вон там дальше. Ну, давай дальше пойдем. Хорошо. No problem. А это что валяется? Нет, это не янтарь. Вот мы где-то здесь входили в лес, вот где-то рядом. Давай здесь. Не, мы сейчас пока не будем заходить. Нет, присядем. А, присядем, да ты хоть где садись, да и все, вот. Всё. Можно сесть здесь. Ой, сели? Я уже даже куртку не застегиваю, тепло. Хорошо. Интернета, там часть. Так это же на сегодня? Нет, это сейчас 13. Своя погода в Калининграде. Да, в Калининграде.
собачка резвится. Мы забираемся в лес. О, надеюсь, не нахватаем клещей. Ух ты, тут какую свалку сделали из леса-то. А я вот тебе рассказывала про этот палаточный город. Ага. Тут всегда много людей. Мелкие цветы. Надо какие маленькие. В тот лес зашли. Однозначно. Потому что тут все время длится забор военной базы. Нам надо было дальше по побережью пройти. И там есть другие выходы в лес. Смотрите, какой мы красивый кусок янтаря нашли. Шикарный. Еще, смотри. Вон еще янтарь, еще. И вот тут куча. Красивенький. Да. Не только мы копаем янтарь, а вот еще дети. Смотрите, какой я нашел красивенький. Вот такой вот. Тут их много людей приехало. И мы тихо так, чтобы... Это тоже янтарик. И вот янтарик, он прямо горит. Так можно сдвигать верхний слой. И вот такие вот маленькие кусочки. Я вот так вот этот большой относительно кусочек нашел, когда верхний слой сдвигал и увидел, вот они. Вот он совершенно другой. Вот слюда, а вот янтарь. Так, сколько мы сегодня найдем? Интересно. Азарт золотокопателя. Особо не вижу. Вот здесь очень-очень маленькие кусочки есть. Не знаю, насколько камера передает. Вот они вот яркие. Это тоже янтарик, но очень маленький. Это... Нет, это слюда. Янтарь в основном в верхнем слое. Вот, маленький. Можно попробовать покопать его глубже. Что там есть? Там больше вообще ничего нет. У меня тоже особо нет уже. Пойдем на другое место. На более Вот рыбное. камень. Еще янтарик. Тут янтарик. Вот он, янтарик. Вот. Вот янтарь. Видно? Это нет, это слюда. Вот янтарь. Вот он такой. Пусть невзрачный янтарь. И вот он такой большой прям. Ну, относительно большой.
дальше. Идти рассматривать, что тут есть. Вот если один нашел, значит, в принципе, можно копнуть и найти побольше. Это теоретически. В практике не всегда получится. Мы решили прогуляться в другую сторону. Сейчас. Где-то здесь вот находили были. Да, ну так давай присядем здесь. Давай посмотрим. Давай Может быть, посмотрим. есть что-то. Вот само это дерево. Видишь? Вот кусочки. Вижу дерево. Ну, такое. Тут мелкий янтарик есть. Есть, да? Да, если есть мелкий, значит есть и крупный. Вот крупный. Ну, относительно, конечно. Все равно. Что-то не очень тоже. Не очень, да. Да не, нет. Ну, я вот такой вот кусочек. Я Два. тоже на день нашла вот. Мало. Что, все еще снимаешь? Да. Я думаю, всем интересно будет. Много сня- Да мне кажется. Не знаю. Я буду пересматривать видео. И вон все перекопали. Ну да. Я буду пересматривать видео. И радуются. Так. А вот смотри, они не все докопали. Да. Тут много еще. Они просто неправильно копали, да? Ну, вот здесь много, видишь, этих Деревяшечек. деревяшек, да. Значит, Янтарь есть. О, блин, закопала один. Да. Сейчас уже не найдешь. Нет, нашла вот он. Вот, смотри, какие крупные остались куски. Есть? Да, тут хорошо. много. Тут правда много. Тут Вот, поэтому да, и рыли. есть. Видел, все перерыто? Да. Тут его очень много. Здесь деревяшек много, значит Деревяшек его много тоже. Янтаря тоже. Вот кусочек крупный. Мгм. Ну, в общем, ты собирай себе, я буду себе купить. Хорошо. Ну все, мы пока будем копаться, а потом уже дальше будем снимать. Решили пойти в другую сторону. И здесь очень красиво. Здесь прям лес такой, какой-то странный вот этот заборчик или что это, колонны эти. Но само море и лес вот этот вообще шикарно. Прям как в Янтарном смотрится. Но здесь нет променада, как в Янтарном, а просто гуляешь по дикому пляжу, так классно. Далеко-далеко можно в любую сторону идти, будет далеко-далеко. И отсюда можно, мне кажется, в Янтарный уйти, а в ту сторону в Балтийск. Вот и все. По сути, да, в Янтарный прямо. Это если, вот знаешь, замутить поход по пляжу. Знаешь, как люди скандинавской ходьбой занимаются по 27 километров? Да, И идешь. Ну, допустим, не на 27, конечно, на 10. Вот отсюда до Балтийска. Балтийск посмотрели, в автобус с Балтийска на Калининград сели и поехали. Класс. Но это нужно прям рюкзак, поход, термос с собой. Присели, чай попили, посидели, дальше пошли. Стульчики, ты же видишь? Стульчики многие с люди. такими раскладными стульчиками. Раскладные, да, походные стульчики. Едут себе, пьют Вот. чай. Очень здорово. Вот так идти по пляжу. Здорово прям. Мне очень нравится. Янтарь. Еще нашел, да? его. Хорошенький. Такой хороший кусочек, прям красивый. Держи. Вова находит янтарь издалека. Я тоже. Это видно. Хорошо его, далеко видно. На, тоже себе положи. Сразу хоп, и сразу включается желание искать, смотреть, где еще есть. А мы уже такую горсть набрали. У нас уже его гора. Покажем. Покажем. Я просто смотрю.
Похожий есть, да. Но янтарь-то светится, он прям светится. Он как огонек. Вот. Люди играют, тоже приехали отдыхать. Все приехали отдыхать, радоваться жизни. Воскресенье, 11 апреля сегодня. И очень хорошо. Вот если встречаются такие водоросли, значит есть рядом маленькие янтарики. Вот я собираю. Вот и они, если не копать уже как там, а просто на поверхности могут лежать. Вот. Ну вот смотрим, ищем, ходим. Ну мы так далеко. Вот еще желтенький, видите, такой прям светло-желтый. Вот еще светло-желтый нашла. Я нашел. Да, ты тоже нашел много. Вот. Да, но в глубине вот я копал. В глубине нет, Там только сверху здесь. случай и мало. Да. А там, где мы копались, наоборот, в глубине больше. Вот. А здесь нет, здесь сверху лежит и все как бы. Это же янтарь. Никаких проблем. Смотри, видишь? Да, это все янтарь. Вот. Ну вот именно в водорослях он иногда встречается. Но трогать их не очень приятно. Такой кусочек. Сейчас я попробую покопать. Ой, извиняюсь. Он там был. Был? Но уже закопали. Это водоросли. Фу-фу-фу. Бяка-как. Вот. Вот ты нашел его, да? Да. Тот, который зарыл. Ну, это вот еще один. Ну, есть, если копать, есть на самом деле. Просто нужно тогда копать. Копать. Глубоко. Там чуть-чуть копнул и уже россыпь. А там, видел, может, люди уже накопали просто до глубины. Потому что там. Так там видел, как раскопано было? Да. Может, мы просто пришли к шапошному разбору, когда уже накопали там глубину такую. Там реально было так накопано. Давай попробуем. Если вот здесь есть, может быть, там возле берега больше будет. Хотя Ну, пошли к берегу, но мне кажется, нифига там нету у берега. У берега его вообще практически никогда не бывает. Его, наоборот, бывает чаще вот там, подальше. Ну вот, допустим, вот. Вот есть янтарик. Нет, это не янтарик. Или янтарик. Ну-ка. Непонятно. непонятно. Какой-то тяжеловатый. Если тяжелый, точно не янтарь. Янтарь легкий. Как пушинка. Мне кажется, тут нету. Честно. Хоть ты ископайся. А вот там, где мы сейчас были, вон там. Там он есть. И много. Но он лежит просто на поверхности. Смотри, видно сразу, где мы копались. Да, мы сразу видно, где мы побывали. Сразу все видно. Ладно, мы еще поищем, погуляем здесь. Вот сколько мы нашли янтаря и полезных реликтовых деревяшек. Декоративных, да. Они такие красивые. Красивые очень, да. Прям вот эти вот, смотрите, есть такие. Но самое главное, это наше сокровище. Моя прелесть. Вот это тоже крупный кусочек, да. Вот крупный кусочек. Ну, тут много крупненьких есть, прям таких хороших. Вот. Вот так вот. Вот такое у нас сокровище получилось. Да. Собирать сейчас будем обратно. Сейчас еще на телефон сфоткаю. Решили идти уже домой. Ну, в обратную пока в обратную сторону. Да. Потому И что мы вот далеко ушли. идем по кромке на Кто-то вон перегонки с выходит из волнами. воды. Да, Прям рыбак. как 33 богатыря. Рыбаки. Да. Ты как-то странно снимаешь. Да нет, я показываю ты волны кромку показываешь. специально, да, как мы бегаем от волны. С волны. Сильнее.
Голова кружится уже после Мы такого надышались. дня. Это Много кислорода. кислорода, пересыщенность кислородом. То море вообще замечательно. Можно вечно здесь находиться и не устать. Ой. Людей побольше стало. Людей много, конечно, сегодня тепло. Много людей. Вот здесь ловят камбалу. Ловят на креветку. Вот рыбку поймали. Большую довольно-таки. Спасибо. Оказывается, здесь на втором этаже есть выставка. Картины. А вот она выставка. Да. Вот. Здорово. Как интересно. Картины. И такой вид отсюда, смотри. Интересно, допустим, вечером в зал когда погода плохая, смотришься там. Смотри, какая картина интересная. Ой, это не картина, это фотография? Нет, это художник. Прикольно тогда. Бромо-серебряная печать. Здорово. Очень классно. Класс. Радиоактивное небо. Тут тоже, вот смотри, фотографии моря. Здесь ничего не видно. Да, но все равно видно же, что фотографии моря. Здорово. А это вот все отель. Да, здесь 2200 стоит. Там выставка. Выставка? Да. Нужно на второй этаж пройти, прямо пройти картины. В общем, мы пошли уже на такси, мы вызвали такси. И все, и мы уезжаем. Ну, не думаю, что он приехал, но у нас нет сети, чтобы это узнать, поэтому мы пойдем там у входа порыскаем. Вот мы приехали в Калининград из Викланда. И вот тут вот зацвели вот такие цветочки. На улице 19 градусов. И зацвело дерево целое. Вот оно как выглядит. Такая красота прям. Какие хорошие цветочки у дерева. Вот. Такое желтое-желтое дерево. И тут рядом цветочки. Желтенькие. Периодически такими кустиками. И дерево желтенькое с вот этими цветочками рядом. Вот такая прелесть у нас. Мы рады. Так оно выглядит, такое, как много-много желтых точек.